мусоросжигательный завод. Мы исследовали несколько уже действующих таких заводов в Вене, Люцерне, Копенгагене и в Москве. Такие заводы, я сам видел своими глазами, существуют во многих других мегаполисах мира. Буквально чуть ли не рядом с зданием мэрии оперных театров. В 30 минутах езды от столицы Дании в городе Роскиле подобный завод работает уже 5 лет. Его очертания повторяют силуэт главного забора страны. Завод в швейцарском Люцерне – это огромное предприятие площадью более 20 тысяч квадратных метров. При этом работает на нем всего 20 человек. Процессы максимально автоматизированы. Кстати, именно такие заводы скоро появятся в Московской области. Обратите внимание, предприятие построено внутри реки. Венский мусоросжигательный завод Шпиталау – городская достопримечательность. Он входит в десятку самых посещаемых объектов города. Как доказательство чистоты нашего завода, там можно увидеть соколов. В Цюрихе завод в центре города. Его видно почти из любого района. На мусоре давно научились зарабатывать, а предприятия успешно вписываются в городскую среду и становятся центрами общественного и культурного пространства. Каждый мусоросжигательный завод – это еще и электростанция. В Люцерне она обеспечивает бесперебойную работу крупнейшей в стране целлюлозно-бумажной фабрики. Завод в Роскиле не только сжигает мусор, но также вырабатывает электричество и горячую воду для домов в радиусе 50 километров вокруг. С нами соседствует крупнейшая бумажная фабрика Швейцарии, и своим существованием мы снижаем потребление дизельного топлива на 40 тысяч тонн. Мы зарабатываем на 3 вещах: электричество, горячая вода, плата от операторов, перевозящих мусор. Светодиодная иллюминация показывает жителям в округе, какие процессы протекают на заводе. Например, красными огнями он светится, когда работает на полную мощь. Мы внутри у них пространство, место для развлечений, перформансов. Так что люди не бегут от завода, а наоборот, идут туда. Завод в Копенгагене будет еще и настоящим спортивным комплексом. Его крыша уже этой зимой превратится в горнолыжный склон. Сначала люди воспринимали завод как катастрофу из фильмов, как атомную войну, но потом мнения быстро поменялись. И это очень просто — поменять мнение людей. Не шумите, не пахните, не делайте выбросов. Ближайшие дома на расстоянии 300 метров, и никто не жалуется. И в Швейцарии самая экологически чистая страна в Европе. И в Германии самая технологичная страна в мире. Там существует термическое обезвреживание, которое стоит на конце технологической цепочки. В Европе уже много лет сжигают мусор, а в России подобными заводами до сих пор пугают людей. На сегодняшний день в России планируется построить 5 мусоросжигательных заводов, 4 в Подмосковье и 1 в Татарстане. Технологическим партнером строительства стала совместная японо-швейцарская компания Hitachi Zosen Innova. На ее счету более 500 построенных комплексов термической переработки отходов по всему миру. Технология, которую она представляет, это колосниковая решетка. Колосниковая решетка – это действительно одна из лучших и самых применяемых технологий за последние 10 лет. Кроме того, западные партнеры обязуются контролировать работу завода, чтобы не допустить отклонения от технологии. Все процессы, они фиксируются электроникой, они записываются в специальные базы, они анализируются специалистами не только здесь, но и за рубежом. Японско-швейцарский концерн согласился не только полностью обучать сотрудников будущих предприятий, но и локализовать производство в России. То есть комплектующие заводов будут производиться в нашей стране. Московский мусоросжигательный завод находится на улице Подольских курсантов. До ближайших домов не более 500 метров. Он не такой современный, как предприятие в Швейцарии, но и здесь многие жители даже не подозревают, что соседствуют с таким предприятием. Относительно небольшой московский мусоросжигательный завод принимает в 3 раза больше отходов, чем, например, Кулаковский полигон в Чеховском районе Подмосковья. Он не загрязняет почву, не распространяет запах и не дает выбросов в атмосферу, зато дает электроэнергию. На московском заводе мощность турбины 11 мегаватт. Достаточно, чтобы обогреть примерно 20 тысяч квартир. В Подмосковье все мусоровозы планируется оснастить